Алхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Как часто, когда люди сталкиваются с какими-либо проблемами в этой дуне, либо наоборот, их жизнь налаживается, мы начинаем делать вывод, что это зависит от отношения Аллаха Субхану ва Тааля к нам. То есть, если у нас все хорошо, мы считаем, что Аллах к нам благосклонен. Если же нас постигают проблемы, какие-то трудности, какие-то лишения, испытания, мы начинаем роптать, проявлять недовольство, считая, что Аллах Субхану ва Тааля не любит нас, либо гневается на нас, либо унизил нас. И очень часто эти предположения являются неверными. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал об этом в Коране, в суре Фаджр: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Сура Фаджр, 15-16 аяты. Аллах Субхану ва Тааля говорит: когда Господь испытывает человека, то есть ставит причину, испытывает человека, оказывая ему милость, то есть давая ему богатство, положение и одаряя его благами, тот говорит: Господь мой почтил меня. То есть когда у человека положение повышается, богатство, возможности, он говорит: Аллах меня почтил. Аллах Субхану ва Тааля продолжает: «Уамма ида мабталяху факадара алейхи рискаху фаякулю рабби ахана». Когда же он, испытывая его, возвращаясь, Аллах Субхану ва Тааля говорит, ограничивая его в пропитании, то есть у человека обрезается риск, лишение, бедность, и он говорит: Господь мой унизил меня. И дальше Аллах Субхану ва Тааля продолжает: «Калля баль». Нет, это не так. То есть мы не можем, основываясь на наших лишениях, либо на хорошей жизни, выводить для себя отношение Аллаха Субхану ва Тааля к нам. Более того, в большинстве своем мы ошибемся. И ученые, основываясь на хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, что есть признаки любви Аллаха Субхану ва Тааля к рабу. Я бы хотел некоторые из них сегодня упомянуть. Для чего? Не для того, чтобы человек возгордился или в нем появилось, что вот Аллах меня любит, значит я выше других. Нет. Чтобы он понял, что эта вещь, которая происходит с человеком, возможно, он не понимал, что в этом есть милость для него, а не наказание Аллаха Субхану ва Тааля. И вот уже взглянул на то, что с ним происходит в этом мире, в другом свете. И уже был благодарным рабом по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. И первый из таких признаков – это презрение к мирской жизни. То есть есть люди, кого Аллах Субхану ва Тааля, в ком Аллах его сердце лишил любви к этому миру. То есть этот человек не падок на богатство, на положение, на дорогие одежды, на дорогие машины. То есть он к этому холоден. И это милость Аллаха Субхану ва Тааля. То есть если Аллах Субхану ва Тааля лишил нас этого, любви к роскоши, любви к дорогим вещам, Аллах сделал это любя. Другое, иногда человека Аллах Субхану ва Тааля ограничивает. То есть он хочет заработать, он хочет быть богатым, но Аллах не дает ему это. И вот если это происходит, человек не должен думать, что Аллах его лишил или Аллах ему не дал. Почему? Возможно, Аллах не дает это из-за любви к этому рабу. Потому что мы понимаем, что это мир испытания. И как сказали ученые, что как много людей, которые выдержали испытание бедностью, и как мало людей, которые выдержали испытание богатством. Потому что и бедность, которую человек претерпевает в этом дуне, есть испытание, и богатство, которое Аллах Субхану ва Тааля дает в этом мире, тоже является испытанием. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что есть две вещи, которые человек не любит. То есть его сердце боится, не любит этого. Нафс его не любит этого, но в этом есть благо. Он сказал, человек не любит смерть, но смерть лучше, чем фитна. Смерть лучше, чем испытание. Лучше умереть, чем подвергнуться испытаниям и, возможно, не пройти этих испытаний. И второе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, человек не любит маленькое количество богатства, но оно проще в расчете. Чем меньше Аллах даст в этом мире нам, тем меньше нам будет
предстоит рассчитываться в судный день, отвечать за это имущество перед Аллахом Субхану ва Тааля. Итак, в хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передает со слов Абу Саида аль-Худри: «Поистине Аллах удерживает своего верующего раба от мирской жизни. Он удерживает его, как вы удерживаете больного от вредной еды и питья, опасаясь за его здоровье». То есть мы больному человеку не даем еду, потому что знаем, что эта еда может принести вред для его здоровья. Также Аллах Субхану ва Тааля кому-то из нас не дает, ограничивает от этого мира, боясь, он понимает, то есть у него есть знание, он понимает это, кто мы. Мы пока не подвержены этому испытанию. Нам кажется, что мы это испытание пройдем. Как Аллах Субхану в Коране: «Ля юкаллифуллаху нафсан илля вусаха». Аллах не возлагает на человека то, что он ему не под силу вынести. И Аллах, зная, что если он даст этому рабу богатство, этот раб не пройдет это испытание. Поэтому он его ограничивает. Поэтому если Аллах Субхану ва Тааля где-то нам не дает богатства, мы не можем разбогатеть, либо не получается, мы должны на это взглянуть с другой стороны. Возможно, Аллах Субхану ва Тааля из-за любви к нам ограничивает, не дает нам. Потому что мы не знаем, если бы у нас были миллионы, если бы у нас было положение, остались бы мы такими же, читающими намаз, собирающими на джума, или Аллах сбил бы нас с этим. Второй признак любви Аллаха Субхану ва Тааля – это помощь в правильном руководстве. Аллах Субхану ва Тааля любящего раба исправляет. Исправляет, либо дает ему праведных друзей, либо праведных детей, которые исправляют раба, либо дает ему какие-то проблемы, либо меняет его положение, окружение, чтобы человек исправился. Поэтому нужно смотреть на ситуации, которые с нами происходят, чуть со стороны. Да, это была проблема, да, у кого-то умер родственник, да, у кого-то произошло какое-то потрясение, но в итоге оно привело человека в мечеть. Но в итоге эта вещь привела человека на намаз. В итоге это потрясение привело его к покаянию и к вере в Аллаха Субхану ва Тааля. Да, если смотреть вот со стороны непосредственно вот этой проблемы, да, это было потрясение, это было тяжело. Но если отдалить со стороны, со стороны ахирата, мы видим, что это потрясение в сравнении с вечностью в аду, это ничто. И вот это потрясение, это милость Аллаха Субхану ва Тааля, по причине которой Аллах исправил своего раба, наставил своего раба. И если Аллах Субхану ва Тааля кому-то из нас дал друга, который помог нам встать на намаз, мы должны благодарить Аллаха Субхану ва Тааля, который из-за любви к нам исправил нас. Соответственно, быть благодарным. Третье – это мягкость в человеке. То есть кому-то Аллах Субхану ва Тааля дал мягкость. Это часть его характера. И некоторые люди считают это минусом. Хотя в основе своем это является милость Аллаха Субхану ва Тааля. Как был случай, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел со своим внуком Хасаном или Хусейном и поцеловал его. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, целовал своих детей, и в частности внуков. И один из бедуинов, аль-Бадауи, как бедуины, они жесткими были. И он, увидев это, сказал: «Я Мухаммад, у меня 10 детей, я ни одного из них не поцеловал». На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если Аллах лишил тебя милости, что я сделаю?» То есть, если Аллах лишил тебя мягкости, что я сделаю? Поэтому, если Аллах Субхану ва Тааля сделал нас мягкими, мы должны понимать, что это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах мягок». Поистине Аллах мягок, и Он любит мягкость во всем. То есть, если Аллах наделил нас мягкостью, мы должны радоваться этому. Это не минус, это плюс. Потому что, опять приводит хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: поистине Аллах мягок и любит мягкость, и Он дарует за мягкость то, что не дарует за жесткость. То есть, то, что Он даст человеку за его мягкость, Он не даст за его жесткость. И Он продолжает: и чего не дарует Он ни за что иное. То есть мягкость, которой Аллах Субхану ва Тааля нас наделил, это причина того, что, инша Аллах, если мы будем верить в Аллаха и надеяться на Его награду, Аллах за эту награду даст то, чего не даст ни за что остальное. Поэтому, если Аллах дал нам это качество, мы должны сохранить его и быть мягким. Четвертое – хорошее отношение к Нему.
То есть люди среди нас, которых все любят. Вот что-то в них есть, что все люди к ним относятся благосклонно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе: когда Аллах полюбит одного из своих рабов, Он призывает Джибраиля к себе и говорит: Аллах любит такого-то человека, и ты возлюби его. То есть говорит Джибраилю алейхиссалям: я его люблю, и ты возлюби его. И Джибраиль алейхиссалям начинает любить этого человека. Потом он призовет всех обитателей неба словами: истинно Аллах любит такого-то человека, возлюбите и вы его. Затем полюбят этого человека все обитатели неба, и не будет этому человеку отказа на земле. То есть, если у нас есть такой человек, мы можем надеяться, иншаллах, что Аллах Субхану ва Тааля любит этого человека. Пятая причина. И большинство из нас не понимает этого. Большинство из нас лишены понимания, что испытания, которые Аллах Субхану ва Тааля подвергает своих рабов, это не есть его гнев, это является его милостью. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман юридуллаха бихи хайран, юсиб минху, ау юсибху». То есть человек, кому Аллах желает добра, он испытывает его. Если у нас проблемы происходят, это не признак того, что Аллах гневается на нас. Самым любимым созданием Аллаха был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если изучить сиру пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то мы увидим, что вся его жизнь была наполнена испытаниями. Месяцами в его доме не загорался огонь. Он привязывал камни к желудку, чтобы претерпевать голод. Он претерпевал холод, голод, лишение. Его пытались убить, избивали, его сподвижников, родственников убивали. Если бы благополучие в этом мире было признаком любви Аллаха Субхану ва Тааля, самым благополучие всего, как пророка, саллаллаху алейхи, никто бы не жил. Поэтому испытания, которые к нам приходят, это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Есть радующий, то есть хадис, который вызывает надежду и радость тем, кто претерпевает испытания. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине Аллах скучает по голосу своего раба. Он скучает, и он дает ему проблемы. Чтобы этот человек, ночью подняв руки, начал молить. Когда мы вспоминаем об Аллахе Субхану ва Тааля? Когда у нас появляются проблемы. Никто не приходит в мечеть, когда у него все хорошо. Когда начинается? Ребенок в армии, ребенок заболел, что-то случилось, мама заболела, все бегут в мечеть, садака. Даже человек, который читает намаз. Человек, который претерпел проблему, у кого были проблемы в жизни, не даст соврать. Дуа, которое совершает человек, у которого проблемы, они более искренние. У него как душа тоньше. То есть этот человек плачет в намазе. Он не может плакать, когда у него все хорошо, но когда у него проблемы, он искренне начинает плакать, просить у Аллаха Субхану ва Тааля. То есть через эти проблемы Аллах Субхану ва Тааля дает у человека более искреннее дуа. У человека становится более искренним поклонение. И более того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что испытания не перестанут сыпаться для раба Аллаха до тех пор, пока не станет он ходить по земле без единого греха. Любое испытание, которое мы претерпеваем в этом мире, является милостью Аллаха Субхану ва Тааля, и в зависимости от нашего поведения, от нашего отношения к этой проблеме, будет для нас либо благом, либо наказанием. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: любое испытание, которое человек претерпевает в этой дуне, не проходит бесследно. Даже заноза, даже колючка, которая уколола палец. Если человек красиво проявил терпение, по причине этой колючки Аллах простит его грехи. Какое бы испытание ни постигло человека, оно является причиной нашего возвращения к Аллаху Субхану ва Тааля, нашему искреннему дуа Аллаху Субхану ва Тааля. И Аллах, любя, дает, дабы очистить нас, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что человек будет ходить по земле безгрешным по причине того испытания, которое он подверг. Поэтому сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда к ним не приходили испытания, к ним не приходили проблемы, приходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, говорили: я Расулуллах, неужели Аллах задумал против нас? Потому что приходит
в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, слова, то, что если Аллах захочет сбить человека, то есть захочет, чтобы человек попал в ад, он не дает ему проблем, он дает его жизнь беспроблемной. И человек не возвращается к Аллаху, он не делает тауба, он живет, забывая Аллаха. И с него спрашивается в судный день, и этот человек попадает в ад. И поэтому сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда у них не было проблем, приходили к пророку и сказали: «Я Расулуллах, неужели Аллах задумал против нас?» То есть они ждали эти проблемы. Поэтому мы должны полюбить те проблемы, которые Аллах нас испытывает. У нас не должно быть роптания за что, почему. Потому что через эти испытания Аллах Субхану ва Тааля очищает нашу душу, очищает наше тело, очищает наши грехи. Поэтому, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если он красиво это примет, проявит терпение, и у него, более того, есть еще надежда, что раз Аллах нам дает это испытание, значит Аллах нас любит, Аллах желает нам блага. Возможно, Аллах скучает по нашему голосу, чтобы мы были более искренни в намазах. И последнее сегодня, но не последнее вообще. Шестое, это то, как человек покидает эту дунью. То есть красивый уход из этого мира. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил, будучи пророком, просил хусн аль-хатима, красивый конец. И однажды, сидя с подвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: если Аллах пожелает человеку добра, то он сделает его прекрасным. Его спросили, как это? И он сказал: перед смертью Аллах предопределил этому человеку благое дело и возьмет его душу в момент его совершения. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в судный день люди восстанут из могил в том положении, в каком они умерли. Да, сподвижники пророка, табиаины, мы ученые большие, но это и сейчас мы можем наблюдать. Я привожу в пример известный, здесь в Казани жил Бабай, очень известный в широких кругах, имя называть не буду. Как он ушел из жизни? Он встал на тахаджуд намаз, прочитал намаз, сел, начал читать Коран и в таком положении умер. И вот эта смерть, она внушает в нас надежду, что, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля простил его грехи. Была лет 10-15 назад было очень сильное землетрясение в Турции. И вот там турки говорили, люди умерли, каждый, то есть они выкапывали тела из-под завала. И говорю, кто-то умер в саджда, в намазе, кто-то умер пьяным, кто-то умер, совершая зина. И каков будет хасрат, раскаяние, когда человек в судный день, кто-то встанет читающим намаз, а кто-то встанет пьяным или совершающим прелюбодеяние. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил, он и учил нас этому, просить у Аллаха хусн аль-хатим, чтобы последние деяния наши в этом жизни были благими, чтобы встать перед Аллахом субхану ва тааля, совершающим эти благие дела. Заканчивая, для чего это? Не для того, чтобы мы возгордились, сказать, что вот Аллах нас любит, у нас есть некий карт-бланш, что мы можем делать, что хотим. Нет. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ночами выстаивал намаз, так что его ноги трескались, и Айша, радиаллаху анха, сказала: я Расулуллах, разве Аллах не простил тебе все грехи? Зачем вот это все? То есть выстаивать всю ночь, чтобы ноги уже трескаются. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: и Айша, разве я не должен быть благодарным? Все это мы читаем, изучаем для того, чтобы у нас поменялось отношение к тем проблемам, тем вещам, которые происходят с нами в этом мире. Дабы благодарить Аллаха субхану ва тааля и еще больше совершать благих деяний в ожидании милости Аллаха субхану ва тааля. Ва кулю кавля хада, ва астагфируллаха ва атубу илейх.